наука мировая нуждается в знании тюркских языков. Вот до чего мы уже сейчас дошли. Давайте займемся, посмотрим, почему Бог растениосерес, а у нас уже Богом Он перестал быть в какой-то период. И мы все стали кочевниками. Вот. Это тоже историки должны этим заняться и посмотреть, опираясь на содружество, устанавливаемое с языковедами. Потому что наша история не в археологических вот этих артефактах, потому что эти артефакты молчат. Там нет надписей таких уже очевидных, очевидно говорящих тюркским языком. Поэтому, когда вот мы раскапываем развалины городов, курганов на нашей территории, мы вынуждены приписывать их нашим предкам, наследием наших предков. Вот мы, казахи всегда здесь были, они отсюда с пещерных времен. Такого не может быть. Нет ни одного народа автохтонного вообще, который вот с палеолита проживает на этой территории. Нет такого. Даже вот русские, Россия, вот, они пришли сюда, и мы на свои эти земли где-то, 1000 лет назад. На эти земли до этого существовали там булгары, уграфины и другие народы. Следы эти остались в названиях рек, озер и всяких других топонимах. Вот. Тюрки, скажем, да и итальянцы пришли, я твердо знаю уже, сейчас уже можно сказать, когда в VII веке до нашей эры они пришли из Малой Азии на Апеннины. А там еще уже были до итальянцев, тюрки побывали и оставили свои следы там. В языке, в латинском название волка, собаки, там Бог его знает, всяких других животных, мест, название реки главной и так далее, города даже и так далее. Вот этим мы должны заниматься, латинисты наши, историки, языковеды. Вот собрать все эти сведения в какую-то одну большую книгу. Но до этого обсудить, конечно же, безусловно, сначала в нашем круге казахстанском с привлечением иностранцев, специалистов, которые будут не доверять нашим знаниям, безусловно, потому что это на самом деле необычно. Как это так? Казахский осерес, как первоисточник Осириса. Не бывало, нет, это не может быть, где Казахстан, а где и Египет, и так далее, и так далее. Вот такие жалкие возражения будут. Вот, и поэтому к этому надо быть готовым, и каждый, вот, допустим, шумерский главный герой у них, Бильгамеш, знающий. Мне говорят, сравнить, конечно, корень вот этот бельга с древнетюркским бельга, вот Бельга-Каган, Бельга-Бек, это исторические имена первого тюркского каганата, они написаны вот на каменных стелах в Монголии остались, это Бельга-Бек, Бельга-Каган. А Бельгамеш это слишком далеко, 4000 лет до нашей эры, и сколько там километров до Монголии.
нет, это не может быть. Ну, давайте докажем, что это может быть. Что бельга от слова бль, знай, блем, знание, произошло древнесемитское хиллем, вот, которое потом до нас дошло с арабским галам, галам и так далее, мугалим и прочее, прочее. Ну, давайте посмотрим, на самом деле, в основе древнесемитского «лм» лежал «блем». И это доказывает то, что Бельгамеш в древнесемитском стал называться Гильгамеш. Вот оно. И весь мир знает, что в Вавилоне вот был Гильгамеш. Но шумерологи знают, что до Гильгамеша был Бильгамеш, его предшественник. И так далее. Там масса таких случаев. И все это мы можем, если дадим прямо конкретные дипломные работы каким студентам, способным студентам, кандидатский, диссертатский, пожалуйста, вот темы такие. Мы можем завтра подарить десяток таких тем. Вот приходите в Центр сближения культур. Этим мы сейчас занимаемся, собираем все эти отголоски, эти детали. И я уже 50 лет пишу этимологический словарь «1001 слово». Вот. Это не просто этимологический словарь национального какого-то одного языка, это универсальный этимологический словарь, где происхождение слов, которые потом оказались, первых слов, которые потом оказались в разных языках, в тюркских,